Дуб – лесное богатство Чувашии. Под таким названием прошел выездной семинар для детей на территории Ильинского территориального отдела Маргаушского округа. Место выбрано не случайно. Известный памятник природы республики, старейшина чувашских дубов, сейчас участвует в голосовании за звание «Российское дерево года-2023». В ходе семинара педагогам и ученикам Ильинской, Москокосинской и Сетра-Косинской школ Маргаушского округа рассказали, как выращивают дубы. Напомню, методы искусственного и естественного возобновления дубрав заложил еще ученый-лесовод Бронислав Гузовский. Кандидат биологических наук и лесовод Виталий Петров провел для детей целую лекцию о дубах Чувашии, из которых когда-то возводили Балтийский флот и Архангельское адмиралтейство. До 1860 года дубы активно использовали в градостроении, возведении и укреплении крепостей от Санкт-Петербурга до Азовского моря. Ребята с интересом слушали рассказчиков, а ученики Ильинской школы показали историю старейшины чувашских дубов в инсценированной постановке. Министр природных ресурсов и экологии Эмир Бедердинов вручил школьникам и учителям благодарственные письма за активное участие в экологических мероприятиях и призвал всех активно голосовать за чувашский дуб в национальном конкурсе «Российское дерево года-2023». Наш исполин числится под 42-м номером и по числу уже набранных откликов сейчас находится на 3-м месте. Отдать свой голос можно на сайте всероссийской программы «Деревья. Памятники живой природы» до 1 августа.